Блин, так непривычно, когда не ты берешь интервью, а у тебя все. Короче, ладно, погнали. Всем привет! В этом видео наши студийцы расскажут о работе на международных спортивных играх «Дети Азии». Каким образом вы оказались на «Детях Азии»? Мы там оказались по приглашению детского издательства «Каскил». Они позвонили, предложили мне и нашим студентам с помощью нашего директора, чтобы мы поучаствовали в работе детского пресс-центра «Дети Азии». Первые зимние игры, которые проводятся в городе Южно-Сахалинск. Вот и мы, получается, с Лерой туда поехали. Я руководителем, а Лера корреспондентом и монтажером. Расскажите про вашу команду детского пресс-центра. От Якутии у нас было 10 человек, плюс 2 руководителя. Из Сахалина у нас было 3 корреспондента и 2 оператор. А так у нас были ребята из Бердиги, из Тяха, из Ленска, из Верхневилюйска, из Вилюйска. У нас были ребята из города, это Сунцы, Свагу, 26-я школа ФТЛ и 31-я школа. Второй руководитель у нас была Валя, Валентина, она редактор из Киски. И все ребята вообще с нашего пресс-центра. Люблю, скучаю, не могу. Вот, у нас на самом деле было вот так в работе, но мы с Дмитрием занимались исключительно видео. И у нас было направление еще газета, направление социальной сети, то есть Инстаграм, загрузка видео в YouTube. Куда вас поселили и как вас кормили? Нас поселили в шикарнейший хостел почти в центре города. Назывался он Islander, и мы как бы его назвали так Исландер. Исландер. Мы в хостеле только завтракали, обедали, ужинали, мы ходили в столовую. Короче, она была далеко от нашего места работы, поэтому нам надо было быстро закончить свою работу и бежать в столовую, чтобы не опоздать на какой-нибудь супчик. У нас при пресс-центре был закуточек такой там. Спасибо, очень приятно. Можно было кофе себе сделать, чаечек попить, печеньки-то всегда были, и к обеду ближе. То есть, в принципе, оттуда можно было бы и вообще не выходить с утра. Да, там были очень вкусные сэндвичи, поэтому мы там не голодали совсем. Объявляю в розыск среди наших подписчиков, кто видел шоколадку, такую офицерский шоколад. Кто найдет, пожалуйста, напишите в комментариях, где его можно купить. Очень скучаем по этому шоколаду, очень вкусный. Вот. Что вам понравилось в «Дети Азии»? Во-первых, то, что это мероприятие международного масштаба. Там было 8 направлений, то есть видов спорта. В общем, это было грандиозно, это очень интересно. Я впервые видел прям все не по телевизору, а перед глазами. Я тоже соглашусь. Да, и мы там прямо работали. Мы не просто смотрели, мы были непосредственными участниками практически. Какой самый интересный сюжет, по вашему мнению, вы снимали? Самый интересный сюжет? Блин, это, наверное, когда я поехала на фигурное катание, когда я первый раз выехала с этого пресс-центра, я была корреспондентом, и мы снимали фигурное катание. Господи, я по телеку смотрела это фигурное катание, и просто было настолько красиво, это эстетически просто переполняли эмоции, а вот когда ты сидишь прям на трибунах и смотришь это вживую, это просто ты сидишь с открытым ртом на самом деле. Это было очень красиво, и этот сюжет, по моему мнению, был самый интересный для меня. А я в этот момент сидел в пресс-центре и смотрел его по телевизору. Скажите о ваших направлениях работы. У нас самое такое жесткое по времени направление работы было видео, но у нас еще очень жесткий был график, то что мы должны каждый день сдавать для журнала «Дети Азии» материал. Еще у нас было направление важное, это газеты, направление фотографии, и мы вели Инстаграм и наш YouTube-канал. Было ли сложно работать с другими журналистами? Совсем нет. Мы работали в пресс-центре, и там были все фотографы, все видеографы, все ведущие, они сидели там, работали, и мы как бы дети вместе с ними, и это было круто. И как бы ты когда знакомишься с ними, типа, вот мы занимаемся с тобой одним делом, чувак, ты крутой, вот мне нравится, как ты сфоткал, вот, как-то общаемся все равно. И когда видеограф тебе советует что-то сделать, и, блин, это так круто было, ты получаешь
много информации, потом впитываешь в себя вот это все и выпускаешь все это на видео, и получается так офигенно, так красиво, просто подходишь. Спасибо, что вы мне вот так вот помогли. Блин, слов нет. Да, у нас в пресс-центре была очень такая атмосфера классная, когда работаешь бок о бок с профессионалами своего дела. Подписывайтесь на наш канал, Ставьте лайки не забывайте про колокольчик. и пишите комментарии. Запись видео была автоматически остановлена! Когда?